У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Эту святую мшу я справую за Людмилу з нагоди дня народженого, просячи Божого благословення і ласка у здоров'я душі і тіла. Выслухай нас, Пане, бо великая милосердность Твоя, глянь на нас поводле щедрой литости Твоей. Антифони розпочинаємо нашу літургію і черговий день реколекції. І просимо Бога за наші гріхи. Сповідаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина,
моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Пресвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный вечный Боже, спогадно узгляй на нашу слабость, оборони нас Твоей могутной правицей, как в борьбе со злом мы отримали перемогу. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарит в едности Духа Святого, Бог прозусея веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Так каже Пан: «Коли ты скинешь себе ярмо, перестанешь погрожать пальцем и говорить беззаконие, коли отдаси голодному свой хлеб и душу голодника насытишь, тогда зазяю тело твое светло, и зрок твой будет як полдень. Пан будет завсёды водить тебе и натолить душу твою в час засухи, и умацует твои костки. Ты будешь як орошенный сад и як невычерпальная граница воды. Твои нащадки отбудуют давние руины. Ты покладешь подмурки для многих поколений, и будут называть тебя тем, кто направляет проломы, обновителем стержек для заселения. Коли деля шабату стремаешь свою ногу, как не робить своих справ у мой святый день, коли назовешь шабата солодою, святым и шанованным днем Пана, и прославишь его, покинувши свои шляхи, свои справы и размовы, тогда знойдешь у Пана свою осолоду. И я узведу тебе на земные вышины, и накормлю тебя спадщиной Якуба, твоего батьки, бо так сказали в усты Пана». Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Пане, научи нас ходить в Твоей правде. Пане, научи нас ходить в Твоей правде. Схили, Пане, свое ухо и слухай меня. Бедный и убогий, заховай мою душу, я побожный, збавуй, Боже, Твоего слугу, який на Тебе сподяется. Пане, научи нас ходить в Твоей правде. Смилуйся надо мною, Пане, повести Тебе я грешу. Уздравь душу с любви Твоего, буду Тебе, Пане, взношу свою душу. Пане, научи нас ходить в Твоей правде. Шмат милостивый до всех, кто на Тебе закликает. Почувай молитву мою.
прислухайся до голосу моего моления. Не научи нас ходить у твоей правде. Благодари Слово Божие. Благодари Слово Божие. Не хочу смерти грешника, даже пана. Далеко отвернусь от шляпы своего и живи. Благодари Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Єсус убачив митника по імені Левій, який сидів на митні, і сказав йому: «Іди за мною». Той покинув все, устав і пішов за ним. І наладив Левій для його великою гостину у домі своїм. А було там шмат митників і інших, які сиділи з ними. Фарисеї ж і книжники нарекали і казали учням Ягона: «Чому ви ясте і плете з митниками і грешниками?» А Єсус сказав йому отказ: «Не здоровые мають потребу в лікарі, але хворі. Я не прийшов закликати до покаяння справедливих, але грешників». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Протягуємо з вами наше розважання на тему серця. І вчора між іншим казали про те, що часто у серці нашому скривається і добро, і зло, що ми часто самі для себе не познані в серці нашому, і Господь зацікавлений показувати правду про серце наше, що Він випробовує. Ось як це важливо наміри серця перевіряти. Ось таке, мені подобається це слово, наміри серця. Це нечто скрите, це нечто неназване, вот, нечто там присипане. И сегодня трошку больше хочу в этой теме поразважать. Один з таких моїх любимих авторів, зрештою, всім вельми раю його читати, це Генрі Нубін, голландський єзуїт, психотерапевт, жив в США в свій час, в Канаді, по святій пам'яті. І шмат книг є по-русски. І в одній книзі, її якраз таки нема по-русски, він описує свій такий кризис, він переживав, такий чоловічий, святарський, монашський. І він у часі цього кризису, такої депресії, він пробував в кляштері трапістів. Це вельми суровий монастир, там у нього був сябра. І Генрі Нубін пише, що я, описує свій побыт, така книга називається «Денник з кляштору трапістів». І він пише, що я марив жити в тишині, познавать тишину, где я один на один, сам с собой, с Господом. И вот трапил я в кляштор трапистов, где все мертвое, тишиня, тут все постятся, молчать. И каждый стал зауважать, что я судорожно бегаю до скрынки проверить письма, мне там кто-нибудь еще написал. То есть, а я думал, что я тишину тут люблю. Вот, один на один с Богом. Оказывается, нет. Оказывается, тебе люди потребны. І ти їх любиш, і ти їх чекаєш, що ніхто відзоветься. Ну, не треба було трапити в таке осероддя, як це зрозуміти. Да, що самоісправити без людей нікуди. І такими історіями перевіряються часто наші наміри серця, правда про нас. Я казав, що це Дух Святий вельми зацікавлений, таку правду про нас відкривати. Але я вельми сумніваюся, що там, де ми самі не будемо в этом зацікавлені, що Дух Святий на силу нас буде тому нечем переконувати.
і не сумніваюся. Это павінна быць нейкая такая супрацоўніцтва, наши ожидания. Это не так легко, это часом страшно. Некие рэчы называть по себе своими именами. Ось, и там, где есть это ожидание такое, да, там Духу Святому тогда так само и что робить. И несколько таких пунктов хочу вам показать, где, ну, як я бачу, ось такі цікаво скрываются такие разные намеры, часом страшные, часом не особо. Ну, одна такая сфера, где часто такие подводные течения, это отношения поміж мужчиной и женщиной, розница полов. Я пам'ятаю семінарію, коли йшов, я вчився у Гродно, починав вчитися, після у Любліну закон пішов. І нам один з виховавців казав такі слова, дивні на той час для мене, він казав: хлопці, запомніть, після 11 вечора не навертайте дівчат. Я ще думав, чому не навертати, коли надо. От, а він казав: не лізьте. От, і після, до речі, я вспомнив один такий епізод цікавий, коли бачив у пілігримці недя, поздно пам'ятаю вечором, бачу, як клерик один з такою молодою сестрою законом, що ходили довго, розмовляли. Я так глядел на них и думаю, ай, наверное, толку не будет. И точно не было. И один успех пошел, и другой. То есть негде там эта версия срабатывает. Да? Вот, что это могут быть скрытые манеры. Не такие страшные, не то, что там правда блуд, там те что. Ну, просто неназванные. То самое горшее, когда неназванное, ты сам себе не ведаешь, что за это идея. Я коли пришел в кляштар, після вже з цьому здивлявся, чому мені так подобалося письма писати сестрам законно. Вот прям таки, вот мне шмат было сестер законных знакомых, я писал письма. Ну, то есть я же не збирався там ні границы, нічого, все там при законе, у кляштар, да. Ну, але, знаете, мужские сироты это страшно сироты. Жалочі ще страшніше. Але мужские так само не надо. Да. И хочется нечто такое человека, теплого, милого, да. И сестры, извини, ну, в неким сенсе беспечно, в добром сенсе, да, то есть ты ведаешь, что ты хочешь, они ведают, что хочешь, про Бога так хорошо говорится, да, вот, и после мне это прошло, вот, а на тот час я это не разумел, да, чему мне вот так хотелось. Я памятаю, ну, в турме, когда служил, это вообще 11 годов колонии, меня протестантов шмат было, и они мне казали, протестанты кажут: брат Александр, а может у вас сестры есть, с которыми переписываться можно? Я говорю: а братья не пойдут? Сестры, а чем сестры как раз? Да. Ну не, ну я разумею, да, Николай, не двора, ты выходишь, там, не жонки, часто и не было, и не кинули, там, да, и, ну мне же надо же этого вот ковать, ну, не с братьями, конечно. Ну, то есть это некоторые речи не святого. Это важно называть, так просто, розы, так, без некой там великой идеологии, называть речи своими именами. И, ну, ось это один з прикладів, да, розниця полов. Часом, ну, не назовешь это модой, да, але все-таки мы, коли познаем життя духовне, нам хочется нічого більше, а ось есть, наприклад, тема духовного керування. Я так трошку со здивленням вспоминаю разные истории, где меня там разные люди просили об духовном керовании, так вот просто приходили и сказали, что вы можете быть духовником. Цікаво, что нигде это не пошло. Хотя я згаджався, да, казав, что да, хіба что да. Помню, одной женщине так сказал: а что вы маете на увазі, что вы от меня чекаете? И она, бедная, так спужалась вот этого встречного вопроса, да, что больше я никуда не убачил. Да. Ну, то есть, не злая воля, да, то есть, не злая воля. Просто навіть за этим так само может нечто крыться. На вот это ожидание, вот, духовное керование. А может, эта идея такая, что мне классно уже уровень, что мне вот надо духовный керовник. Вот, то есть одно такое почутье, у тебя есть духовный керовник. А еще же на секты, кто Бог. Так это, ну, я пам'ятаю, як я вдячний був Господу, коли одна, ну, дівчина, на праздники часто справляє любимый класс, вот такий був духовний, коли вона просто сказала: знаєте, каже, я врешті зрозуміла,
Каже, да, що мені просто треба був папа. И я помню, так классно это почув, так вот, что да, это вещь клевая. Это вещь клевая. То есть она назвала речи своими именами. Да, что я у вас шукала папу. Для молодой девчины чи для женщины вот эта отсутность мужчины папы, по факту, это вельми важно. Для нас слов то же самое для мужчин, для женщин особливо. То есть папа мог быть и физично дома, а по факту его не было. Все одно тело было, а он не исполняет свои роли. Ну и для женщин это особливо тяжко переживается. И там взять эту пустечу, ну, как вариант, да, вот, духовные такие отношения, керования на самой справе пошуки папы. То есть, бачите, вот эти подземные такие тяжения, да, они не завжди трагичные. Да, вот эти скрытые намеры могут быть розные, да, не страшные. Но это важно називати речі своїми іменами. Ще, ну, наприклад, сфери, які є. Ми розпочали з вами Великий пост, і у Євангелія від Матвея, в Нагорній проповіді Христа, де Іван Єсус учить про пост, милостиню і молитву, він каже такі слова: «Не будьте як фарисеї, не будьте як ті, хто дає милостиню, а на самій справі чекають, что их за это похвалить, кто постится на показ, кто молится на показ. И Пан Иисус тогда показывает вот это двойное дно. То есть он уже тогда говорит про скрытые намеры. Он каже, они уже отримали свою нагороду, потому что не про милостыню там размова шла, а скрытые некие намеры. Да, вот мне возвыситься про свой вид побожности. Я некогда открыл такую цікавую речь, мы кажем про покору. Нам же найчастее хочется быть такими покорными, а как это зауважили. И похвалили нас за то, что мы покорны. Да. А как уже никто не зауважил, не похвалил, питание, чем надо покорно. Ну, это такие скрытые трошку речи. Да. Ну, таких много справ. І, наприклад, ми часом чуємо, як люди в своїм там болі говорят, что я не хочу жить, там, да, что это вот, ну, там, готовы до Господа дойти. Я как только чую ці мотиви, одразу треба перевіряти, про що йде розмова. Апостол Павел казав, що він до Господа хоче дійти. А я майже впевнений, що це зовсім інші мотиви були, чим часто те, що я чую. Павел, він реально, він так любив Господа, що хотів до його дійти. А коли я чую, то люди кажуть, що не хочуть отсюда дійти, не тому, що вони Господа так люблять, чи Царство Божие, а тому, що вони не справляються таким життям. Ну, це зовсім інша пісня. А звучить вот подобно, да, что вот мне уже жить тут не хочется, надо скорее до Господа. А мотиви треба перевіряти, про що розмова йде. Ті, наприклад, ну я ще служення. Да, я так сьогодні розважаю про один з мотивів і мило згадую, як служачи ще в Червоному костьолі, тут перші роки моєго святарства, коли як Мар'яні тут служили в Червоному костьолі в Мінську. Я пам'ятаю з такого натхнення ніякого, а на самой справі наївності великої. Перед собою бачу немша на 7, великий натовп людей, повно молодих людей. Но у меня логика, вот у молодого святара, такого, по-своему горливого, логика спрацевала, раз много людей, много хочет Богу поклоняться, значит, хочет Ему послужить. И я, будучи таким наивным, задаю питание. Після імши, пам'ятаю, об'яву такую, кажу, що вот, коли з вас, хто хоче послужити Господу, давайте разом зустрінемося і подумаємо, що зробимо. Я зайду там на низ, у каплицу Вячистої Трації, і там зустрінемося і подумаємо, чим ми можемо Господу послужити. Я пам'ятаю, після імши бігу, думаю, там, наверное, каплиця вже по швах трескається. 2 чоловіки сидять, а на толпу було повно. Одна была женщинка, каже, отец каже, я так бы хотела, але я еду в Москву, там буду жить, так что уже просто пришла развитаться с вами. А другая была бабулька, которая не почула, про что я Бог сказал. Вот. Ну, вот это вот тема служения. Да. Але все ж таки, там, где усерйозно люди задают питание, вот сами себе задайте питание, не хотел ще Господу послужити чи ні. Поглядите, цікаво, які виникають одразу теми.
Вот что значит послужить Господу? Мне бы хотелось, как правило, послужить Господу какой-нибудь милой даме, которая довольно симпотная, не раздражняет, 100% не воняет. Она вот нечем пахнет приемно. Ну, там, причесанная, там, то и все. А вот вонючим людям, обоссанным, хочется послужить мне. И ты одразу бачиш просто так, а по-разному про что идет. Про послужить натиску, на что? Ці послужить даме, молодой, приємному, там, милому и так далее. Ці все-таки послужить. Я однойче ехал на машине, и мужчина голосовал, так и думаю, обычно не люблю такое робить, я думаю, ай, подберу его, подобрал на свою голову. Салон увесь мой, он и без того не сильно, там, да, вишеннику, бульбу вожу, там, чедушки, али гэтых. Протух мне полностью этот салон. Вонючий был этот человек. Да, и ветру все в окна, что мог. Таки, да, вот правильно, не было положено. И сам после еду таки думаю, ну ты хотел сделать добро, хотел. Хотел послужить, хотел. Ну чего твой салон повинен пахнуть? Да, вот, это все нормально, нормально. И так проверяется на мир. Вот як шмат на самой справе таких вот подводных тячений на самой справе. Ну добре. І тепер про серце. Вертаємося про серце. Увогуле чому? Ну, для Господа это важно. Я вот задаю питання, чому не глядячи на многие побожности, добрую волю, чому все-таки не так шмат у нас таких історій, де Дух Святий нами послуговується. Чому ми не бачимо сходження Духа Святого часто, слави Божої, не глядячи на то, що так много молимся, исполняемся наши правила. Потому что одна з причин. Дух Святий, Он притягує місію Христа. Найперш повинен сработать пункт «Господь мой Пан». Пан – это той, хто панує. Коли я весь час буду заняты своей побожностью, своей праведностью, своей безгреховностью, своим перфекционизмом, не ведаю, чим ще, своими традициями, такой католицкостью учесанной, лоткованной. Ну, то есть Господь аккуратненько сбоку. Разумеете, что часто за всем гэтым не факт, что Господь становится паном, той, кто пануе. Достоевского вельмі гениальны, вельмі классны момент, калі не памыляюся братьев Каразмазовых, калі атеист, это Алексей, здаецца, и он пишет твор о Великом Инквизиторе. И показывает такие образы, где Христос приходит в часы Инквизиции, и инквизитор распознает, что это Христос. И он берет его в бок и кажет, ну что ты пришел, не перешкодай нам. У нас тут еще так добро, так классно. Мы такая сила, христиане. У нас храм, нас боятся политики. Мы на всех уплываем, князі перед нами там толкутся, на коленках ходят. Не перешкодай нам, у нас все тут добро. Конечно, Достоевский гениально показал идею. Нечто в этом ёсць. Так вось это одна з прычынаў, чаму Духу Святому часто не то, что просто няма месца, ці некомфортно, потому что он притягивает миссию Христа. А калі Христос яшчэ нават не пачаў панаваць, хотя бы нават Писание нават, яшчэ нават не зразумелі, что оказывается Евангелие это нечто важное, что трэба читать, разважаць и думать, як жить паводле гэтага. Вот калі мы яшчэ до гэтага пункта нават не дайшлі, то что Духу Святому притягивать? Вот что ему тогда робить в нашем житті? Это одна из причин. А другая причина – это сердце. То есть, вот я сказал вчера, что когда Господь нам показывает намеры сердца, это для того, как это не трагедия, когда мы бачим там много нехорошего в нашем сердце. Это не трагедия. Просто треба, как пройшло очищение. Да, и Господь зацікавлений, как было святое очищение. Да, и в этом хотя бы хоть трошку там не очищенном сердце, раскаянном, но Господу для Господа это важно. И вот когда я разважаю про важность сердца, вельмі классный момент, это история царя Давида. Чому Бог вибирає царя Давида? Він бачив серце.
16 раздел першай кнігі царстваў расказвае нам, як адбываецца вайна паміж філістымлянамі і ізраільскім народам, і на чале ізраільскага войска стаіць цар Саул, і таксама браты Давіда, яны пайшлі на вайну. А Давід малы, мелкі, ён не воін, ён нясе паесці на вайну. Ён прыносіць брату, і там вельмі класны дыялог. Ягоны брат гаворыць: навошта ты сюды прыйшоў? Я ведаю твоё высакамерие. Па-руску там даслоўна так гучыць: высакамерие. Ён яго пачынае асуджаць. Ты прыйшоў, каб пасмяяцца з нас, малышкі. Ты прыйшоў пасмяяцца з нас. Дык вось што ўражвае? Брат родны паняцця не мае, хто такі Давід. А яны жылі з ім з дня ў дзень, з года ў год. Ён паняцця не мае, хто такі Давід. Чаму? Таму што ён не бачыць ягонага сэрца. Таму Гасподь нам не дазваляе судзіць. Таму што мы не ведаем сэрца часта ні свайго, ні тым больш чужых людзей. І часта ў сем'ях так ёсць, што людзі жывуць разам. Мама, папа, муж, жонка, дзеці. Яны не ведаюць адзін аднаго, таму што яны бачаць тое, што знешне. А на сэрца нават не звяртаюць увагі, не пазнаюць гэтага. І сколькі такіх гісторыяў, што там бацькі лічаць, што іхныя дзеці золатка, а яны ўжо даўно скаціліся. Альбо наадварот, лічаць так, што іхныя дзеці ўвогуле ізвергі, а яны вельмі благародныя, шляхетныя ўжо людзі, шляхетныя духам, таму што сэрцам не ведаюць. Дык вось з Давідам гэты брат, ён кажа: я ведаю твоё высакамерие. А Бог выбірае Давіда менавіта за сэрца. То есть брат нічога не ведае пра свайго роднага брата. А Бог, калі прызывае Самуіла памазаць Давіда на цара, і Самуіл — это апошняя кандидатура, ён усіх перабраў. Ніхто па ягоных мерках ужо ўсё, варыянтаў няма, кандидат на цара. І тады Бог кажа Самуілу такія словы: чалавек глядзіць на тое, што знешняе, а я гляджу на сэрца. Бог глядзіць не так, як глядзіць чалавек. Вот так вот Бог выбирает Давида. И кто таки Давид? Это человек с шикарным сердцем. Это той, кто написал псалмы. Не глядячи на грахи ягоные, там, да, страшно было, это шмат помылок. Але мы по сённяшні день читаем, спеваем тое, что написал Давид, натхненный Святым Духом. Наш выкладчик Библии, когда мы вывучали Библию, мы апошнюю книгу брали, книгу псалмов. Наш выкладчик казаў, што в этой кнізе вся Біблія. Ад пачатку стварэння свету да апакаліптычных момантаў, да прадказанняў месіянскіх, вся гама эмоцый чалавечых, усё ёсць в псалмах. І вот гэта пісаў Давід, натхнёны Святым Духом. Вот такое вот меў сэрца. Ну и это место, да, сердца. Это место, где Дух Святый хочет пробывать, где Он с нами некий там контакт мае. Я особисто эту тему, для меня это огромная милость Божия. За это Господу славу хочу отдать. Это огромная милость Божия, что меня никто этому, конечно, я чул. Тему сердца, такой побожности это вучало. Никто меня не учил, что такое сердце. Но я еще, будучи клериком, разумел одну такую дивную речь. Я не назвал это по имени, але я разумел такую дивную речь. Я сам себе казал, что мне треба, как Бог поклал слово на сердце. Вот это вот было мое такая фраза была. Мой духовный наставник, с которого я познавал Святого Духа, он сказал, слово треба открывать на коленях. И я шел в каплицу, я становился на кленчник, брал Библию, брал сшиток свой, брал ручку и начинал молиться. Когда уже рыхтовал конференции некие, там на такие курсы евангелизационные, и вот сдается, ну что ты, взял книжку, шукаешь материал, читаешь Библию, копаешься, веды. Я разумел, нет. Мне самое головное, как Дух Святый, что перш чим я почну кормить свой мозг. Мне головне, как Дух Святый, он починав серце говорить.
Я молился покойнее и начинал отчувать, что мне нечто кладется на сердце. Я не ведаю, як я, вот 20 пару годов пацан, это разумел. Я бачу розницу. Мозг – это мозг, а сердце – это сердце. Это не то же самое. Знаете, вам посвечу надо, что это реколлекция. Когда меня запросили, так сразу подумал, что тут сказать. Мне сразу намалевался план, что сказать. Я таки довольный был, что много мне не надо будет чего-то выдумлять. Все тут себе расписал, так плюс-минус. И за день до реколлекции я зрозумел, что это сказать не надо. Просто вот так вот сел и сам себе спитал, что тебе материал есть. На сердце это лежит, прислухався. Нет. А что будет лежать? Ну и починаешь, Господи. А что на сердце, да? И вот так вот это працує. Это я зрозумів з самого початку, що так это працує. Один з самих моїх таких великих страхов у служении, святарским, это не дай Бог прийде такий момент, коли мені будуть веди, а не буде чого сказати. Ти думаєш, як це? Ну, завжди є що сказати. Ведав, повно. Часом люди кажуть, ви стільки реколекцій сказали, ну що, нема чого сказати? Поведав є. А серце не факт. І так був завжди один з моїх таких самих великих страхів. Господи, ну не дай Бог прийде такий момент, коли тоді нічого не ляже на серце. Я тоді не змогу нічого сказати. Тоді правда, от, як нічого не лягло на серце, давайте розійдемося, правда. Зараз скажем, амен, що тут таке, що мучиться. Ну, мене ж там мучає. Вот коли ты чуешь, да, что вот люди нечто м'якнуть там, да, нечто говорить. Мене ж это мучає. Коли вот, неправдиво, коли не по серце. Ну, я это зрозумів, да, що так это працює, ну, слава Богу, не там вот так вот становишься, Дух Святый, коли ласка. Это первое место, где вот такие вот первые контакты. І ще такий епізод цікавий згадую, коли от як це справді так працює. Было такое у меня служение, которое долгий час тянул, появились некие проблемы, и треба было решать там одну проблему. Я помню, поехал до таких людей, которые были с даром пророчества, и кажу, что давайте помолимся, мне надо решить проблему. Мы стали молиться, и Господь про этого человека стал говорить, покинь это служение, не занимайся больше. Я помню, я в шоку был, потому что я не збирався ничего покидать. Мне хотелось решить проблему, не збирався покидать. Але коли я это слово почув, я зрозумів, що на самой справе я давно веду, що так треба зробити. Просто мой мозг одно говорить, а серце другое. І воно не може пробитися. От як я казав вчора про Мертона, як він казав, що серце під слоєм поверховості. Я со здивленням зрозумів, что я на самой справе завсёды это ведал, что ты не тяни это на силу. И просто таки дар пророцтва, чому я все-таки кажу, что часом люди шукают знаки. Знаки не вирішають проблеми. Потому что встреча з Господом відбувається у серці. А знаки Божі не підтверджують, або не підтверджують. Коли у серця нічого нема, то знаки нічого не вирішать на самой справе. Ну и таких историй много. Да, вот як Господь про серце. Помню, ще був дияконом, я ще туди в Польщі служив і їхав таку презентацію книги моєї мами робили, тоді вийшла книга «Будь воля твоя», і тоді робили у Червоному костюлі презентацію, я як диякон туди їхав, це був 2003, може 2004 год. І помню, рихтувався, молився, все, а після таки думаю, ну треба пойти до тих, хто більш водимий Святим Духом. Я там что, щегол, поеду до тих, хто некий там контакт больше мает с Духом Святым. Помолимся разом. Мы стали молиться, и Господь меня так здивил, потому что просто за одну девчину стали молиться, и Господь каже, ну и она мне каже, что ведаешь, Бог показывает, что ты вообще маешь, ты ведаешь, что треба сказать. Я помню, так здивился, бо я ведал. Мне все было подрихтовано. То есть Господь еще это ведает, да, вот для него это важнее, вот там, где у сердца есть, а не некие знаки там, додатковые. Я ще про серце, ще помучу себе і вас.
яшчэ пра сэрца. Калі Бог прызывае аднаго са сваіх, калі Христос прызывае аднаго са сваіх апостолаў Натанаила, то мы чуем такую историю. Иисус, увидев идущего к нему Натанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус говорит, Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Раби, ты Сын Божий, царь Израилева». Что там отбылося? Ніхто не ведає, і не треба у Бога не ведати. Але Господь сказав некую такую правду, не називаючи народ, що Нафанаил зрозумів, що Бог ще ведає. Бог ведає серце моє. Коли я читаю эту історію, коли розважаю її, це все одно, як ведаєте, як приповість, де Христос каже, що Він пастор, а овечки чують голос пастора. Вот есть такие моменты, где ты чуешь, что Господь ведает тебе. В Библии есть такое слово: «Я ведаю тебе, кто ты, я ведаю тебе по имени». И когда я познавал Святого Духа, это все в сердце отбывается. Я помню, когда ходил на такие служения, где там святар, помазанный Духом Божьим, проповедовал, мне здивляла одна речь. Сколько он не проповедує, я задавав собі питання: «Откуль ти ще ведаєш про мене?» У костелі бітком набитих людей, там, да, людей повно, справді натовпи ніякі. А тобі здається, що він говорить тобі. Так это ж не раз. Это имша за имшой, месяц за месяцем, годом за годом. Ты уже думаешь, сколько так можно. А это так говорит Дух Святый, то есть ты чуешь сердцем. Ты не чуешь информацию, ты чуешь голос пастора твоего, и тебе все внутри поднимается. То есть я мог так Дух Святый говорить. Это все одно, как я знаю тебя по имени, я знаю, кто ты такой. Одна з таких пригожих історій, з вами поділюся. Это коли, так, трошки більше навіть, да, чи просто відчування ніяке. Коли починав ще, може, школу евангелізації, так, їздив на Україну, тоді перший контакт такий був з капуцинами на Україні. І пам'ятаю, коли так приїхав приглядеться, більше там в кляштері жив, з капуцинами розмовляв, а там в тому часі некий курс проходив такий харизматичний. І казали конференцію про Святого Духа. Я помню, думаю, пойду послухаю. Цікаво, що він скаже. Ну, у мене ж уже некий опыт там був, уже святаром був. Я пам'ятаю, чоловік вельми класно говорив про дари Святого Духа, про чудо, які він робить. Такий Славік був, такий мужчина. А я так сижу в задній лавці і сам собі думаю, без сарказму, але просто так собі думаю, все це класно, що ти говориш, але є нечто намного важніше. И сам себе так думаю, это мудрость Святого Духа. Это намного больше важнейшее, чем все, что ты только что сказал. И так сижу, так спокойно вот так вот думаю. И раптом это Славик перестає говорить и каже такие слова: «А ведаете что? Все то, что я вам кажу, это ерунда. Потому что самое главное – это мудрость Святого Духа. И это ведаю я, он так каже, и это ведає отец Александр. А ми со Славіком перший раз бачимося. Я після українців питався, кажу, що за Славік такий був. Він каже, не видно. То есть там аниматоры менялись, то и все. И ты вот думаешь, Бог, як ти можеш ведати вот так вот? Думки, як у Писанні написано. Там, перш чим ти подумаєш, я вже все ведаю. Перш чим слово скажеш, я ведаю. Ти мой, ти на руках моїх, да? То есть я ведаю. Ну і так дійничає Святий Дух, як бачите, так. Ну, це в серце, да. Нашому Господу треба серце наше. Апошня фраза. Хочу скончити такою цитатою, вельми важной. Послание до филиппийцев, 2 раздел, 12-13 верш. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего,
со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог, Отец ваш, производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Читаю специально по-русски, потому что белорусский переклад трошку не по-другому дает это характер. То есть, оказывается, Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Это значит, что часом есть такие моменты, когда уже сердце хоть неяк там расположено до Святого Духа, что жадание наше, это уже не наше жадание. Вот до таких штук доходит. Ты часом думаешь, чтобы некая идея пришла, а это уже не твоя идея. Но и для этого треба, как некая такая вот, некая уния была твоего сердца со Святым Духом. Аминь. До Бога Отца, який раз своего Сына показал свою любовь до нас, грешных, узнесем с верою в вольные молитвы. Молимся за святый костел, как ён нес допомогу тим, хто не відчуває ні живої любові, а тільки погану. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей на всю землю, как у костеле Христа, где мы распознали Божию присутность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за католическую интеллигенцию нашей общины, как она возрастала в вере и сприяла обновлению религийного життя на наших землях. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які знаходяться у залежності від алкоголю і наркотиків, щоб вони змогли використати великопостний час, ласки і визволилися від цього зла. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, щоб ми розпознали все, що нам перешкоджає наблизитися до Бога, і з Божою допомогою зробили відповідні постанови на період Великих апостолів. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. В общих интенциях, где справляется святая Мша, молимся об упокое в свете, закончении войны, молимся за людей всех бездоленных, которые потерпели, за несправедливо осужденных в тюрьмах, молимся за зневоленных, полонне военным, за всех покалеченных, за их семьи, за инвалидов, бездомных. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. О пленах наших реколлекций, как мы открывали свое сердце, познавали правду их, очищали наше сердце, чтобы они становились святыней Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, який з любов'ю глядиш на собраную вокруг Тебе сям'ю Твоих верных, выслухай ласкаво наши молитвы и одари нас Духом Твоей любови. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Иисус, Ты Бог сохранный, Господа Ти, Твоя милость, верная любовь, надаряю я життя. Иисус, Ты Бог сохранный, Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу веру, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай вам Бог имя отправил Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а до самого на
помилуйся нам і всьому Христу Святому. Прими, просим Тебе, Пане, эту отвягу хвалы и умилостивления, и дай-ка почищенное Ему Сою, мы могли отвировать Тебе щирую любовь наших сердцев, раз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з духом Твоїм Вгору серце. узносим ім'я Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа, Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі нашае сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 а Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Воссоздана Сия, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Воссоздана Сия. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святосці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры, узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая тайна веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего Христа в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костёл Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надеи на воскрешение, и про всех, кто в ласці Твоей отышел с этого свету, и дозволь им убачить святво обличия Твоего.
Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и усіми святыми, які справедливо подавались Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, з Христом і у Христі. Тобі, Боже, Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі віки вічная. Аминь. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Приди, благодатство Твое, пусть воля Твоя, яко невинна и на земли. Хлеба нашего скуденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, допоможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольные от греху, и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пришля збавца нашего Иисуса Христа. Богу Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. И радайте ближнему знак супокою. Смилуйся над нами, Баранку Божий, який дариш на собі грехи і свято. Смилуйся над нами, Баранку Божий, який дариш на собі грехи і свято. Надари нас спокоєм. Вось Иисус Христос, баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру Ягоную. Аминь. Я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Милосердности хочу не ахвяры, бо я не пришел кликать праведников, а не грешников.
Номер 342. Благословлять буду Пана вам все часы, хвала Его за все лета и уста. Пана будет говориться душа моя, не хочу недоволья, и нехай веселятся. Начну идти и глядите, какие добрый Пан. Прощуйте и глядите, какие добрый Пан. Прощуйте и глядите, какие добрый Пан. Прощуйте и глядите, какие добрый Пан. Пусть величаешься мною, Пана, будем услышать Тебя яко раза. Я шукав Пана, и Он почув меня, я до сих погрозов вызволил меня. Прощуйте и глядите, какие добрый Пан. 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 Гляньте на Его и просветлитеся, и твори ваши не спознают сороку. Ось несчастный покликал, и Пан Его выслухал, и радовал Его всех Его любимых. Прощуйте и глядите, какие добрый Пан. 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 На нем Пана мирохает, кто Его боится, не восхваляет. Покаштуйте, уважьте, який добрий склад. Счастливый человек, прийти на Господа Єса. Покаштуйте і глядите, який добрий Пан. 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 Молимся. Умацованное хлебом, что даешь житье вечное, просим Тебе, Пане, как сакрамент, який тут на землі приймаєм, став для нас підтримкою на шляху до вічності, раз Христа Пана нашого. Після благословення ми святари зойдемо за Христою, а після святої мші одразу відбудеться так само молитва прославлення, на яку і заходжу остатися.
Примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Будь милостивый, Пане, до Твоего народа, який прийняв Тебе у святих таємницях. Учини, как тим, хто сподяється на Твою оборону, не пошкодили ніякі небезпеки. Раз Христа, Пана нашого. Аминь. Нехай вас благословить усемогутний Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Серце чистає, правди вам є, Господи вам є, серце чистає, правди вам є, Господи вам є, серце чистає. Господи,
присутном и святейшем сакраменте. Отдаем Тебе славу в этом часе молитвы, поклонения. Отдаем Тебе славу за Твой великий подвиг, который Ты, Христос, учинил и оказал пророк Симеон нашей Богородице, Деве Марии, как вышли на мир сердца, наяв Твое сердце, проб'є меч. Господи, праз Твою смерть, праз Твою охвяру, которую Ты учинил, вышли на миры многих, надалей выходить на миры многих. Тебе слава, Господь, Тебе поклонение за этот подвиг. Просим, Господь, который учил молиться, и мы стоим перед Тобой, как те, которые молиться не умеем. Просим Тебя, дай нам милость Твою, дай нам Твоего Святого Духа на этот час молитвы, поклонения. Просим Тебя, Иисус Христос воскреслый, пошли нам Твоего Святого Духа на этот час молитвы, как мы в сердце поклонялись Тебе, как мы сустрелись с Тобой, как эта молитва была Тебе милой, и нам на корысть, как полюбленной этой молитвой. Тебе, дорогий Господь, Святый Дух, запрошаю, что трех ветров приди. Молю Тебе, Господи, приди до нас, собранных в Твое имя, в эту каплицу. Приди до тех, кто спевает, до тех, кто молится, до тех, кто, может, не до конца разумеет, что тут робить. Приди, Господь, до всех нас, собранных в Твое имя. Приди, Господи, и дай нам сустреться с Тобой, с Богом живым. Приди, Святый Дух.
Господи, призываем Тебе, дорогий Святой Дух, веру, Господи, что Ты хочешь и нашего обновления, Ты хочешь нового народжения для каждого из нас. Ты хочешь, как мы были полні и хрещенные Тобою, не только в сакраменте, не только в знаках, але как мы были Твоей властностью, как Ты спочивал на нас, на наших сердцах, на нашем теле, на разуме. И запрошаю Тебя, дорогий Святый Дух, на нас, собранных у Твое имя в этой святыне, на тех, кто принадлежит до этой парафии, кто удельничает в реколлекциях, кто завтра еще придет на святую Ушу, на всякое слово почутое и сказанное Тобою. Запрошаю Тебя, Святый Дух. Господи, погляди на нас, которые часом физично хворые, немоглые, часто духовно немоглые, як мертвые все одно. Погляди на нас, дорогий Господь. Только Ты можешь дать сердце, тело, только Ты можешь вдохнуть у нас життя. Я молю Тебя, Святый Дух, и за этой реколлекции, за эту парафию, молю Тебя, как молился в этой визии пророк Езекиил. Господи, нехай в духовном мире во имя Иисуса Христа прозвучат это слово, которое Ты сказал пророку Езекиилу. Кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, Сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог. От 4 ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. Изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог. Вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и введу вас, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои, весьма, весьма великое полчище. Господь, слава Тебе и поклонение за Слово Твое. Молю Тебе, пророк Езекиил молился: с 4 ветров приди дух, и дохни життя, тое, что побитое, что мертвое, нехай эти костки живы, станутся живыми, нехай оживуть эти костки. И костки, разум, сердце наше, нехай оживе. С 4 ветров приди, дорогий Господь. Тое, что немагчыма зрабіць словом чалавечым, тое, что немагчыма зрабіць руками чалавечымі, Ты, Господь, можешь, бо Ты ствараеш усё з нічога, Ты з пустоты стварыў гэты свет, Ты, Господь, усё можешь. Будь милостивый, Господь, приди, дорогий Святый Дух, приди на гэты город, на ўсё, что тут адбываецца. Приди, Господь, особливо там, где есть целые цитадели зла. Приди, Господь, с 4 ветров дух, храни сердце людей, которые там пробывают, как мертвое стало живым. Нехай оживут костки мертвые, нехай повстане Твое войско, Господи, Твоих детей. Нехай исполнится в духовном мире это пророчество Езекиила над этой парафией, над этим городом. Приди, дорогий Святой Дух.
Мой план, посыпаю с тобою исполнение, я тебе открываю сердце я. Я тебе открываю сердце я. Мой план, посыпаю с тобою исполнение. Мой план, посыпаю с тобою исполнение. Я тебе открываю сердце я. Я тебе открываю сердце я. Посыпаю с тобою исполнение. Мой план, посыпаю с тобою исполнение. Я тебе открываю сердце я. Я тебе открываю сердце я. Мой план, посыпаю с тобою исполнение. 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 Всему скажи, дома Израиля, вот так говорит Господь Бог. Не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я влю на вас святость мою перед глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Господи, Тебе слава, поклонение за Слово Твое, за пророка, открытого на день Святого Духа. Нехай в духовном мире, свете над нами исполнится Слово Твое, деля имя Твоего святого,
дзеля вялікай милости Твоей, дзеля вялікай любви Твоей до народа, дзеля того, что Ты Бог человеколюбца. Господи, дзеля великой славы Твоей, нехай исполнится это слово над нами, не дзеля учинков наших, Господи, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Не дзеля нас, Господи, дзеля великой славы Твоей, яви нам милость Твою. Забери нам, Господи, сердце каменное, дай нам сердце плотяное, сердце с тела. Улил нас Дух наш, как пожили мы, ули Духа Твоего Святого у Дух наш, как пожили мы. Нехай исполнится это слово, и будь прославленный Господь за этот Твой план, за то, что Ты забираешь сердце каменное, за то, что Ты даешь сердце чулое, за эти святыни, у которых Ты сам хочешь пробывать, за то, что святыней по слову Твоему есть не стены, не цегла, не блоки, а святыней есть человек, у которым Ты проживаешь. Тебе, Господь, слава и поклонение за эту великую правду Твою. Слава и поклонение, Господь. Дай нам Твоего Святого Духа, дай нам сердце живое, забери сердце каменное. Тебе поклоняемся, Господи, за всякое деяние Твое, за всякое насадженное Тобою зерно в сердцах наших. Тебе, Господь, одиному слава и поклонение. Ты наш Бог, Ты наш Царь, уж не погоди я Ты, отдаюся я Твое имя завжди мне. Ты любовь, Ты святой, я с Тобой пройду на всё. Отдаюся я Твое имя завжди мне. Ты мой царь, Господа, Ты могутный над Отдаюся я Твое имя завжди мне. Радости, надея, мне не будет соромно пребывать в Твоем плане. Твое имя завжди мне. Ты наш Бог, Ты наш Царь, очень благодарен я Ты. Отдаюся я Твое имя завжди мне. Господи, Тебе поклоняемся к нашему Цару, к Пану. Признаю Тебя Паном, Господи, пред Тобой склоняюсь, отдаю Тебе славу. Все, что Ты, Господи, робишь, справедливо робишь Ты. Все Ты, Господи, что учинил, справедливо учинил Ты. Молюся этими словами, якими молюся Азария. У книзі Даниила мы читаем, як этого праведника укинули в огненную печь. И он молился в огне и казал: славное поклонение Тебе, Господь, справедливо Ты все учинил. Господи, Ты не помиляешься в судах своих, Ты не приходишь ни поздно, ни рано, Ты не поддаешься на людские манипуляции, Ты не поддаешься на людские уговоры, Ты, Господь, ведаешь, что лепше. Ты ведаешь, как детям дать свой хлеб в отповедную пору. Ты ведаешь, что лепше. Тебе, Господу, Пану, поклоняюся. Приходжу, дорогий Господь, до Твоего крижа, поклоняюся. Беру эту духовную зброю,
который Ты перемог дьявола, который Ты скинув його, і всі сили тем розкинутые. Яны не мають больш ніякої влади. Просто некоторые еще не хочуть этого признать. Битва не отбывается, она отбылась. Ты, Господь, перемог, а в надее мы избавлены. Ты, Господь, Тебе одиному всякое панование, всякая влада, всякое поклонение Тебе. Перед Твоим крыжом, Господь, схиляемся, беручи эту духовную зброю, которая есть Твоя смерть, Твоя кровь, беручи эту духовную зброю, разрываючи все оковы зла вокруг нас и в нашем житті. Тебе одиному, Господь, слава и поклонение, наш Отец, наш Господин, наш Царь. Нема у нас інших царов опроч Тебе. Уся моя радость у Тебе, уся моя сила – это Ты. Аминь. Благословленный Господь Бог Израиля, який не видав нас у здобичу зубам їх. Аминь, аминь. Тебе одиному слава и поклонение. Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии, потому что вы не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Прославлен будь Господь в Слове Твоем. Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Дай нам, Господь, быть Твоими детьми. Дай нам Твое водительство. Господь, я вызнаю в духовном мире эту правду, и перед нами усилий вызнаю, что мы дети Божии не тому, что так сказали на катехезе, не тому, что нам хочется себя так назвать, и не тому, что мы все походим от Адама. Не по этой причине мы дети Божии. Одиное, что нам дает право называться детьми Божьими, это водительство Святого Духа. И нема іншої причини. Слава Тебе, Господь, за те слово, которым Ты зараз нас накормил. Обвещаю его в духовном мире и всем сердцем веру, что маю только одиное право называться Твоим детем, сыном, дочкой, только по той причине, как есть водительство Святого Духа. По слову Твоему. И этот Дух вызволяет рабство. И этот Дух не дозволяет жить у страху. Ибо приняли Духа усыновления, которым взываем Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Прославленный будь Господь за Твоего Святого Духа, который переконывает нас в том, что мы дети Божьи. Ты, Господь, меня в этом переконывал, что любимы Тобою. Только Ты, Господь, можешь эту правду дать. Ни конференции, ни разважаний. Только Ты можешь переконать Дух, который промовляет Духу человечему в самое сердце. Только Ты можешь переконать, что мы любимые дети Божии. Тебе слава, Господь, и поклонение. Все помыслы свету я познал,
Ты користи яркой все навокруг часовое, открывая окна, кали темря доходит любовь и страху немає, натеряна страх. Любовь и страху немає, натеряна страх. Любовь и страху немає, натеряна страх. Это так, только терпеть не память зла. В их иконах нету нема. Все сносите верить, спотеется на добро, не шукай своего, земля правды любовь. Сейчас снова продолжим восстаем. Беды скончатся снова все. Отходит не осталось, доскональность настает. Явлю стыку отваром, бачу тебе. Любовь и страху немає, натеряна страх. Любовь и страху немає, натеряна страх. Любовь и страху немає, натеряна страх. Это так. Любовь и страху немає, натеряна страх. Любовь и страху немає, натеряна страх. Любовь и страху немає, натеряна страх. Это так. Господи, слава Тебе за эти слова, которые мы спевали, за Слово Твое живое, которое уложено в змест этой песни. Слава Тебе за апостола Яна, которому Ты дал это открытие. У любові нема страху, і не перемагає страх, бо у страху есть мучение. Хто боится, той не удосконалився любви, але досконалая любовь прогоняет страх. Слава Тебе, Господь, за это слово, которое и Ты натхнил апостола Яна, за это великое открытие Твоей любви. Слава Тебе, Господь, за это гимн любви, который натхнил Святой Дух апостола Павла. Частково мы познаем, частково пророчим, и приходит то, что досконалое, а доходит то, что частковое. Господь, любовь большая Твоя, чем все дары, мудрость Твоя большая, чем все иншие дары. Тебе слава, Господь, за то, что Ты в этом мире являешь свою любовь, свою мудрость. Слава Тебе, Господь, и поклонение за Тебе, Дух мудрости, который пробываешь на этой земле, в этом свете, наведываешь часом нас. Слава Тебе, Господи, Дух мудрости, Дух любви. За это слово, слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующие же сердца знают, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его избавлению, все содействует во благу. Тебе, Господь, слава за то, что Ты испытуешь сердца.
дозволяешь нам самим испытывать сердце наше, дозволяешь нам познавать думку Твою, Дух Святый. И за это цудовное слово, которое Ты дал, как открытие автору послания на Римлянам, ибо любящему Господа все содействует ко благу. Тебе, Господь, слава, нехай пророчать у духовном мире это слово в нашем сердце, в наших думках, ибо любящим Господа все содействует ко благу. Аминь. Ане сердце мое не услышается, и больше не догадаться. Не гонюсь я за великим, типостное мнение дараться. Сохранюсь спокойно и тихо траве душу мою, я прибавлю на путях твоих. Ане сердце мое не услышается, и больше не догадаться. Не гонюсь я за великим, типостное мнение дараться. Сохранюсь спокойно и тихо траве душу мою, я прибавлю на путях твоих. Пусть я перед тобой стою, такие пьёс, такие пьёс, такие пьёс. Перед тобой стою, такие пьёс, такие пьёс, такие пьёс. Перед тобой стою, такие пьёс, такие пьёс, такие пьёс. Перед тобой стою, такие пьёс. Ане сердце мое не услышается, и больше не догадаться. Не гонюсь я за великим, типостное мнение дараться. Сохранюсь спокойно и тихо траве душу мою, я прибавлю на путях твоих. Ане сердце мое не услышается, и больше не догадаться. Не гонюсь я за великим, типостное мнение дараться. Сохранюсь спокойно и тихо траве душу мою, я прибавлю на путях твоих. Пусть я перед тобой стою, такие пьёс, такие пьёс, такие пьёс. Перед тобой стою, такие пьёс, такие пьёс, такие пьёс. Перед тобой стою, такие пьёс, такие пьёс, такие пьёс. Перед тобой стою, такие пьёс. Пусть я перед тобой стою, такие пьёс, такие пьёс, такие пьёс. Перед тобой стою, такие пьёс, такие пьёс, такие пьёс. Перед тобой стою, такие пьёс, такие пьёс, такие пьёс. Перед тобой стою, такие пьёс. Господи, я даю Тебе славу за эти реколлекции, за всякое слово Твое, которым Ты, прежде за все,
хотел с нами, с усими поделиться за хлеб, которым Ты кормишь свой народ, за Слово Твое, за кожного, кому Слово было посеяное у сердце, закинутое зерня Тобою. Я благословляю, Господи, как оно прорастало, как ворог, как клопоты этого свету не заглушили Тобою посеянного, как метусня, как незразумение слова не заглушили Тобою посеянного. Благословляю, Господи, все, что Ты насадил. Там, где уже большее зерня проросло, где совсем маленькое, это ростки. Благословляю, как ворог не знищил Тобою насадженного. Нехай анёлы Твои оберегают, Господь, все, что Ты хотел робить и робишь подчас этого служения, реколекций, подчас этой молитвы. Постав варту, Господи, при сердце нашем, при вуснах наших, у домах наших, постав варту Твою. Оберегай стопы наши, как мы не поранили их об камень. Нехай исполнится Слово Твое, что Ты будешь носить нас на орлиных крылах. Нехай исполнится этот образ, Господь, Твоей предбачности. Нехай Твои орлы, Господь, сопровождают нас. Благословляю, Господи, нас собранных у имя Твое. Господи, Тебе одиному славы и поклонения. Я зараз попрошу, може, эту песню, то, что мы спевали только что, мы ее заспеваем еще раз. Коли ласка, удумайтеся, и у всех, кто спевает, и кто молится, удумайтеся в те слова, которые мы спеваем. Постарайтесь разуметь вартость этих слов, унести отказность за эти слова. Насколько можно, постарайтесь молиться сердцем, не столько розумом, сколько сердцем, говорячи от себе эти слова, удумуючися у них, подписываючися под ими. И этой песней мы после скончим нашу адорацию. Мы будем спевать ее хвилин 10. Пане, сердце мое не услышается, и больше не гонораться. Не гонюся я за великим, Ты, Господи, мне не дараться. За правды спокойно и тихо забил ты душу мою, як немовля на грудях Твоих. Пане, сердце мое не услышается, и больше не гонораться. Не гонюся я за великим, Ты, Господи, мне не дараться. За правды спокойно и тихо изробил ты душу мою, як немовля на грудях Твоих. По себе перед Тобой стою, такий як пес, такий як пес, такий як пес. Перед Тобой стою, такий як пес, такий як пес, такий як пес. Перед Тобой стою, такий як пес, такий як пес, такий як пес. Перед Тобой стою, такий як пес. Пане, сердце мое не услышается, и лучше не гонораться. Не гонюся я за великим, Ты, Господи, мне не дараться. За правды спокойно и тихо изробил ты душу мою, як немовля на грудях Твоих. Пане, сердце мое не услышается, и больше не гонораться. Не гонюся я за великим, Ты, Господи, мне не дараться. За правды спокойно и тихо изробил ты
немовля, как твои. Пусть я перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс. Но не сердце мое не услышается, и может не понравится. Не гонюсь я за великим, тихостное мне не тараться. Закрой спокойно и тихо заверни душу мою, я немовля на грудях твоих. Но не сердце мое не услышается, и больше не понравится. Не гонюсь я за великим, тихостное мне не тараться. Закрой спокойно и тихо заверни душу мою, я немовля на грудях твоих. Пусть я перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс. Пусть я перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс. Пусть я перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс. Но не сердце мое не решается, и больше не понравится. Не гонюсь я за великим, тихостное мне не тараться. Закрой спокойно и тихо заверни душу мою, я немовля на грудях твоих. Но не сердце мое не услышается, и больше не понравится. Не гонюсь я за великим, тихостное мне не тараться. Закрой спокойно и тихо заверни душу мою, я немовля на грудях твоих. Но не перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс. Пусть я перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс. Пусть я перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс.
пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс. Все перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс. И сердце мое не услышается, и больше не понравится. Не гонюсь я за великим, чего стоит мне не дараться. За правдой спокойно идти по земле душу мою, я не молвлю на путях твоих. Но не сердце мое не услышается, и больше не понравится. Не гонюсь я за великим, чего стоит мне не дараться. За правдой спокойно идти по земле душу мою, я не молвлю на путях твоих. Пусть я перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс. Пусть я перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс. Пусть я перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Перед тобой стою, такие пёс. Дякую, пані Єзу, дякую за ті реколекції, за цей час, за це набоженство, за цю хвилину поклонення Тобі, пребування в Твоїй присутності, і за Твоего Святого Духа, за то, що еще в нас прохаживаешься. Тобі слава, Тобі поклонення. Дякую наш дорогий Господь, дорогий наш Отец, дорогий наш Сын, наставник, Сын Божий, дорогий наш Святый Дух. Дякую Тобі, Господи. Тая Иисуса Сакрамента, Воспаляй ваши сердце, Братьевство здоровье право, Божью новых заповедей, что нам розум не тумачит, свято веры принеси. Богу вечному Тройце, благословение и хвала, и Отцу и Сыну разом, Отцу вечного Жития, Духу, что от них походит, на Отцу вечного сердца. Аминь.
святейшем сакраменте покинул нам исполнить свои муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и владаешь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог празднуще веки вечные. Аминь.